историческом парке «Россия. Моя история» прошло торжественное открытие республиканского фестиваля «Армейский городок», посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это ежегодное мероприятие, которое организовано для детей, для участников военно-патриотических объединений, юноармейских отрядов. Здесь у нас собраны разные юноармейские отряды не только города Якутска и военно-патриотические клубы, но еще и республики. У нас приехали ближние районы. На территории исторического парка во время проведения мероприятий была организована полевая кухня, на которой раздавали вкусную гречневую кашу, разливали ароматный чай, а также была оборудована теплая палатка, в которой все желающие могли посидеть и покушать. И очень радостно, что у нас в историческом парке проводится очень много таких мероприятий. Мы стали действительно центром патриотического воспитания подрастающего поколения. Мы создаем для этого все необходимые условия. Здесь у нас сегодня открыта выставка, посвященная 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Ее посетило более 7 тысяч человек. Вот это за один месяц. Вот это результат нашей работы. И другие выставки, другие мероприятия, уроки гражданственности, встречи с интересными людьми. Вот все это делается для того, чтобы наше подрастающее поколение знало историю, понимало свою роль в развитии страны, чтобы они стали настоящей опорой, настоящими патриотами, людьми, у которых Родина находится в сердце, в душе. В программе мероприятия увлекательные экскурсии по экспозициям исторического парка, выставки спецодежды, противопожарного оборудования, вооружения, средств индивидуальной бронезащиты, детских и молодежных патриотических объединений, клубов, отрядов, муниципальных районов и городских округов Республики Саха-Якутия. Участвовали у нас сегодня все силовые структуры, какие у нас существуют в республике. А кроме того, тут была организована еще и профориентационная работа. У нас были участники из военного учебного центра Северо-Восточного федерального университета, Следственного комитета и других учебных заведений, которые, собственно говоря, проводят такую работу профориентационную и направлены на службы в силовых структурах. На торжественном открытии присутствовали почетные гости, а также были вручены благодарственные письма за содействие в области военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Выступили детский духовой оркестр Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия, студенты Якутской балетной школы, а также с показательным выступлением выступили группа «Альфа» Якутской кадетской школы-интернат. Также в рамках мероприятия была проведена военно-прикладная игра «Авангард», в которой соревновались юные патриоты, участники фестиваля. Это такая своеобразная военизированная эстафета. Ребята должны у нас пробежать круг, условно говоря. Тут организовано 3 зоны: желтая, зеленая и красная. Ребята у нас разбирают автомат, снаряжают магазин, занимаются первой помощью, транспортируют условного раненого. И все это у нас на время. Определяется, конечно же, сильнейшая команда. Всего зарегистрировалось на игру 19 команд. Дело в том, что как раз-таки мы тут не указывали, сколько мальчиков, сколько девочек должно быть в команде. Участники команды решали сами. И бывает, кто в чем сильнее. То есть бывает, что и девочки гораздо быстрее разбирают автомат, чем мальчики. Тут все зависит от индивидуальной подготовки. У нас участвуют в игре как и юноармейцы, так и члены военно-патриотических клубов, так и просто школьники города Якутска, которые пришли посмотреть на этот праздник. В рамках месячника патриотического воспитания по всей республике проходят муниципальные этапы военно-спортивной игры «Снежный барс». И в марте в Черовчинском районе, в селе Черовчах, будет проходить республиканский финал военно-спортивной игры «Снежный барс», в рамках которой тоже будет проходить военизированная эстафета, но немножко в другом формате. Более того, по итогам финала республики победившая команда будет направлена на финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», город Москва. Фестиваль «Армейский городок» наглядно показывает, что быть патриотом – это значит любить свою страну, уважать ее историю и традиции и быть готовым защищать ее в любой момент.
Образование, оно растет, постоянно совершенствуется. И хотелось бы отметить, что данная выставка будет полезна не только людям образования, она будет полезна всем, особенно нашим школьникам, студентам. Красочно, красиво, интерактивы интересные. Все работает прекрасно. Да в целом понравилась девушка-экскурсовод, тоже все рассказала. Особенно понравилось подъезды СССР. Там можно сделать прикольные фотографии. Экспозиция мне очень понравилась, все просто замечательно. Больше всего мне понравился зал, где рассказывалось про регион Московской области. Очень красиво. Наука шагнула на шаг вперед, следовательно, мне тоже стало на капельку тоже, в принципе, лучше. Если честно, меня очень сильно удивили оформление павильонов. Так хорошо все проработано, есть какие-то интерактивные места, и информации очень много, и она вкраплена так хорошо, что сразу быстро усваивается. Все так интерактивно, интересно, все светится, на кнопочки можно понажимать. Сразу погружаешься в атмосферу того времени. Создается впечатление, будто, ты правда в машину времени попал. Вообще понравилось все, но больше всего, наверное, могу отметить пуфики. Вот когда смотришь на потолок, там все показывают. Это самое классное. Лежишь, отдыхаешь. Когда мы проходили экскурсию вместе со взрослыми педагогами, было интересно наблюдать, как у них горят глаза. Все интерактивное, все можно потрогать, везде можно понажимать. Это действительно погружение в прошлое. Все эти маленькие мелочи, нюансы, и все это сделано так, даже нет слов, чтобы описать. Очень интересно, действительно. Но я бы сюда учеников действительно бы отвел. Им прям понравится, я это чувствую, да. В историческом парке «Россия. Моя история» в рамках фестиваля «Армейский городок» прошло традиционное торжественное посвящение учащихся средних общеобразовательных школ города Якутска и впервые курсантов Якутского института водного транспорта в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Юнармия – это не только военно-патриотическое воспитание, это весь спектр развития ребенка как личность. И творческое, и патриотическое, и военное, и так далее. Координатором этого движения является детский подростковый центр города Якутска. Наш дом юнармии города Якутска стал лучшим домом юнармии Российской Федерации по итогам 2023 года. Движение «Юнармия» сегодня – это возрождение старых добрых традиций детских молодежных организаций. В настоящий момент в городе Якутске участниками движения «Юнармия» являются 49 юнармейских отрядов, 1387 молодых и активных ребят. Юнармия – это не только просто одна, детская. Он может быть и юнармейские отряды морского флота, например, у нас открылся класс в 19-й школе. Это могут быть и другие, по другим направлениям. Общественное движение детское, поэтому оно не принудительное. Самое главное, это должно быть исходить от самого ребенка, это добровольная детская общественная организация. Но дисциплина должна быть во всем, понимаете? Поэтому, само собой, есть свод правил юнармейца, который он, вступив в ряды, должен соблюдать. Своими достижениями в спорте и учебе 200 учеников заслужили право быть юнармейцами, среди которых 78 курсантов из Якутского института водного транспорта. В юнармии есть 3 направления: юноармейцы, юные авиаторы и юная флотилия. То есть мы как раз таки, как юнфлот, наши курсанты тоже заступают на подготовку и занятия по программе юнармии 9 класса до высшего образования. И все это проходит в том числе воспитание патриотических чувств, воспитание физической подготовки
и моральная устойчивость к искажению исторической правды. То есть поэтому будущее — это наши основные работники на флоте. Впервые в Якутии патриотическое движение «Юнармия» открыло свои ряды не только для школьников, но и для студентов. Это молодежь, это юность, и потому, естественно, здесь очень знаменательно. Здесь нет такого, что вот какой-то критерий в плане того, что вот должны быть только школьный возраст или это он расширяется, он становится, каждый себя считает патриотом, потому он входит в Юнармию. Для меня это очень большой шаг в моей жизни, потому что я считаю, то, что я вступил в ряды Юнармии, это заслуживает многого. Не все могут вступить в эти ряды. Я хотел бы сказать о том, что если вы туда вступите, вы не пожалеете, потому что как-никак это там будет очень много воспоминаний из жизни, многому научитесь, и у вас могут появиться такие, например, качества, как самоотверженность, доброта, помощь людям, и так далее. Сегодня я скажу так, что ради как говорится, этого торжественного момента я отложил все для того, чтобы присутствовать именно на торжественной этой части и лицезреть, как моя дочь, то есть принимает эту клятву, то есть юноармейца. Для меня очень важно то, что сейчас, чтобы подрастающее поколение, то есть именно воспитывалось в духе патриотизма, любови к родине, конечно же, то есть в твоей стране, то есть с близким, то есть, ну и, конечно, то есть в будущем, то есть умело его защищать. Желаем вам, дорогие юнармейцы, постигнуть азы науки, достигнуть поставленных целей, быть достойными гражданами нашей страны, растите сильными, умными и добрыми. Своими делами, поступками, учебой служите Отечеству.